В регионах России есть примеры успешной профилактики таких происшествий. Из Ингушетии репортаж Александра Белибова. Испокон веков здесь, на Кавказе, свадьба – это не просто праздник, целый ритуал со своим колоритом и традициями. На свадьбу здесь принято приглашать не только многочисленных родственников, но и соседей, всех, кто живет в селе. В среднем набирается человек 400, по местным меркам немного. Главный человек на ингушской свадьбе – это не невеста, не жених и даже не его родители. Это вот этот человек. Его называют етлатор. В переводе с ингушского дословно «стоящий у казана». Именно он занимается приготовлением мяса на стол и фактически кормит всю свадьбу. Сегодня рано встали? В 4 утра. В 4 утра? Да. И все это время стоите здесь? До сих пор, да. Еще одна добрая традиция – поездка за невестой. Правда, иногда эта часть свадьбы превращается в откровенное хулиганство на дороге со стрельбой, ездой по встречке и тараном других машин из кортежа. В интернете таких роликов немало. Один из них показываем старейшинам села. Видите, да? Едет, крутит, стреляют из автоматов. Вот это же по традиции. Нарушение есть. Вот это в любом регионе вот этот. На нашем нации вот это вообще даже не положено. Это раньше, если это было бы, это и стыд, и позор было бы. Кортежный вопрос здесь, в Ингушетии, дошел даже до главы республики. Это, единичные такие случаи. Но эти единичные случаи выкладываются в интернет, в YouTube. Еще этим хвастаются какими-то такими вещами. И, конечно, нам приходится на это реагировать и жестко наказывать за такие вещи. Нарушители ждут не только крупные штрафы, но и порицания старших. Чтобы такого не было, еще перед свадьбой в дом к жениху приходят с профилактической беседой. Вот хозяину, жене, всем им сказал, больше 4 машин, чтобы ни одна машина с нами не поехала. Старики в одной машине, за невесту одна машина, и вот этот их брат, хозяина брат, и девушки. 4 машины. Больше не надо? Не надо. Но порой молодежь все же позволяет себе лишнее. Вот и в этом кортеже кто-то вдруг решил пострелять из пневматики в воздух. Процессия тут же останавливается. Наглеца быстро вычисляют, и ему приходится несладко. Когда мулла, человек очень уважаемый, при всех отчитывает словно мальчишку, это позор. Чтобы таких инцидентов было как можно меньше, молодежи здесь прививают свадебные традиции предков. Жениху, к примеру, в день свадьбы дома показываться запрещено, он у соседей с друзьями. Алкоголь на свадьбе – строжайшее табу, а за свадебным столом гостей обслуживают молодые парни, родственники жениха. Так, по словам аксакалов, их учат смирению и уважению к старшим. Александр Белибов, Сергей Солдатов, Дмитрий Масленников и Виктория Головкина. Вести. Республика Ингушетия.